В начале лета Зыряновск полнился слухами, связанными с убийством молодого парня. Пока велось следствие, подробности происшествия не разглашались. На прошлой неделе был оглашен приговор. 5 молодых людей получили наказание в виде лишения свободы сроком до 17 лет. Об этом и других громких делах в ходе брифинга рассказал прокурор Зыряновского района. Еще в апреле прошлого года в районе хвостохранилища был обнаружен цех по незаконной переработке ценных пород. В небольших помещениях были установлены самодельные мельницы. Кустарным способом делали промывку ценных пород и получали концентрат. Все это время велось следствие. Сейчас известен приговор. Рассматривали в городе Серебрянске. 2 гражданина получили наказание, не связанное с лишением свободы. То есть одному 3 года лишения свободы, другому 4 года лишения свободы, но условно. Условно с испытательным сроком. Вот такой приговор. Но приговор обжалован, пока еще в законную силу не вступил. Помимо этого, каждому из подсудимых был назначен штраф. Более подробно об этом деле мы расскажем, как только приговор вступит в законную силу. А пока поставлена точка еще в одном громком деле, связанном с убийством частного предпринимателя Сергея Сламова. Напомним, в январе в здании Зыряновского ГРОВД погиб человек. По официальной версии, умер Сергей Сламов от сердечного приступа. Однако звучала и версия, что мужчина получил тяжкие телесные повреждения, находясь под стражей. Кто-то как-то избил, там телесные повреждения. Сам я и дело изучал, смотрел, там никаких телесных повреждений на нем нету. То есть какие были телесные повреждения, там это легкий вред, это, наверное, может быть сейчас у каждого из нас может быть где-то там ударился, там, тем более человек был в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Это визуально даже было видно, что на ноге маленький синячок, и все. По настоянию родственников была проведена эксгумация, после которой и была поставлена точка в этом деле. Когда уже окончательная уже экспертиза подтвердила первичную, то есть никакого криминального характера в данном наступлении смерти нет. Все, то есть это болезнь сердца и так далее, все вот эти вытекающие последствия. И, наверное, самое громкое происшествие этой весны – перестрелка, которая закончилась смертью молодого парня. 26 апреля в 17:00 на пульт дежурного Зыряновского ГРОВД поступил тревожный сигнал. Неподалеку от заправочной станции по улице Зыряновской произошла перестрелка, погиб 1 человек. В этот же день была создана специализированная группа для раскрытия преступления. В Зыряновск выехала группа с областного следственного управления и управления по борьбе с организованной преступностью. Весь личный состав Зыряновского ГРОВД, а это более 100 человек, было задействовано в оцеплении. Все главные дороги были перекрыты. То есть устроили тут гонки уже по объездной, одна машина догоняет другую, таранит, потерпевший выбегает, пытается убежать к заправке. Его догоняют хладнокровно, там же убивают его. Перед этим убийством на стоянке, когда конфликт сам на стоянке произошел, когда вот эти 2 группы парней встретились, там тоже произошла, там стреляли с травматического оружия. Все это время велось следствие, и только на прошлой неделе был оглашен приговор. 5 молодых людей получили наказание. Здесь, получается, у нас 5 человек оказались на скамье подсудимых. Всех 5 суд признал виновным буквально на прошлой неделе. Сроки наказания получили от 10 до 17 лет лишения свободы. Судебные разбирательства по этому делу подошли к концу, однако приговор еще в законную силу не вступил, и, возможно, стороны будут его обжаловать. Олеся Краскова, Дмитрий Глазев, специально для программы «24 часа».